О нем. Надо отметить, что Мехкел – это уникальное явление общественной организации народов Кавказа и Северного Кавказа. Хронологически установить, когда он появился, затруднительно. Но надо сказать, что когда завершилась история, об этом можно сказать. Мехкел во времена имамата Шамиля он трансформировался в шариатский суд. И последний шариатский суд заседал в Герменчуке. И председателем этого совета был Согуип Мулла Гайсумов. А так, о том, что это древнее явление, говорит сам факт, что Мехкел имел разные названия. Вот одно из древнейших названий его – Памат, Пегати. Там в основе этих названий лежит слово Па. Па – это древнейшее общевойнахское языческое божество, уходящее в тысячелетия. Само слово Па – это было божество. У нас было два божества – Па, Та. На Западе еще Та, это сознание людей осталось, но надо сказать, у адыгеев, черкесов, как древнее языческое божество, и Та, как пережиток, сохраняется и сегодняшний день. А что олицетворяло это божество? Само слово Па на чеченском языке означает первоначало, начало, кровь, начало, кровь, человек. Потом оно обрело значение Па – поселение, это древнейшее название чеченского поселения, это Па. Потом появляется производная от этого корня Па, Педа – это площадь перед языческим святилищем. Также, по мнению первым исследователем, Мехкел из современности был Ибрагим Саидов, который много сделал для изучения общественного строя чеченцев, который изучил, как никто, это исключительное явление нашей истории. По его мнению, этот Мехкел имел название Джам, Жеми, Маж, Цонта, Каной, но в данном случае Каной – это русская транскрипция, это Каной. Последнее его название – Маджаз, и самое последнее – Меджлис. Это уже чувствуется более турецкое влияние, но эти названия говорят, что это был совет. Некоторые современные исследователи, особенно юристы, стараются найти в названии Мехкел семантику суд страны. Этот первый исследователь Мехкел, Ибрагим Саидов, считал, что Мехкел означает совет страны. Почему он такой вывод сделал? Это был высший орган законодательной, исполнительной и судебной власти по своим функциям. По своим функциям Мехкел разрешал вопросы войны и мира, вводил новые обычаи, решал земельные споры между обществами, между аулами. В ведении Мехкел находился такая форма остракизма, как изгнание Махкар-Вахкар. У чеченцев существовали обычаи Юртер-Вахкар, это ведение конкретного села было, аула было. Но если человек совершал преступление общенародного характера, или позорное, или в основном это позорное преступление, или предательство, этого человека, его семью изгоняли из края Махкар-Вахкар. Всегда у чеченцев ценилась жизнь, ценилось достоинство. То есть даже если совершалось убийство, для того, чтобы не допустить одной из первичной организации, общественного самоуправления, был Кел, суд по адату. Судей называли Ханой, то есть это не просто старики. Ханой – это в нашем языке означает мудрецы, умудренные опытом жизни, то есть чтобы не допустить убийства
То есть виновных даже в убийстве прежде всего изгоняли из села, Ну, это самое страшное. из аула. А так надо сказать, вот Саидов приводит в своей диссертации примеры, когда по решению Мехкел это изгонялись или уничтожались целые аулы. Вот, например, изгонялись целые аулы. Вот, например, вот Хасиев Саид Мухаммад приводил такой пример. Между аулами Автуры и Курчалой было поселение Жал-Ари. А вот жители этого аула ограбили и убили торговца-армянина. И вот это семейство было объявлено лаями и было изгнано. То есть карательные меры были. Но там, надо сказать, принудительный аппарат, вот своеобразные судебные приставы, что ли, туркуай, вот была та категория, которая реализовывала решение. Даже если вот в случае эпидемии, если где-то в каком-то ауле эпидемия, и для того, чтобы они эту заразу не разнесли по окружам, не заразили соседние аулы, обычно есть случай, описывает Саидов, этот аул окружали и не давали, то есть своеобразный карантин устраивали, и не давали им уйти, выходить. И 3 случая, когда аулы были сожжены, и еще если там было много найдено наконечников стрел, это Саидов приводит, и пепелище, то есть уничтожались. Вот это было, но жизнь ценилась. При имамате, вот это о том, что были карательные, вот само слово, некоторые исследователи, хел как приговор. Но это хел, это у нас чеченский язык, он многозначно означает, и кроме приговора, это и судьба. И в данном конкретном случае это решение Мехкел, это были обязательны для выполнения. И об авторитете и силе власти говорит тот вот народное изречение «Махко динергдисна, махкан динергдиснат». То есть за действие страны не мстили, надо это слушаться, а за действие против страны не прощали. Власть, она, какая бы она демократичная ни была, она нуждается в карательных мерах, каких-то принудительных инструментах для того, чтобы решались, вот эти, исполнялись решения. В данном случае вот этот механизм, он был разработан так, что Мехкел принимал решение, потом это решение доводилось до населения, и оно было обязательно. И в свое время клятва, она имела очень, как это сказать, и сакральную силу, и такую, можно сказать, обязательность. И люди, когда выбирали вот эти предыстории, когда выбирали хел, то они должны были обязательны. Вот клятва преступник, он подвергался остракизму, то есть в первую очередь он изгонялся из села, изгонялся из территории Чечни, и поэтому для чеченской ментальности характерна обязательность выполнения данного слова. Это тоже играло. Это Мехкел не просто так возник, любое общество, оно нуждается в самоорганизации. Любое общество. Вот эта самоорганизация, вот европейской модели, вот переднеазиатской модели, она предполагает вертикальность власти. То есть во главе стоит там император, король, царь и последующие звенья. В чеченской действительности власть была организована по горизонтали, то есть Чечня была раздроблена по естественным географическим границам. Мамакаю их называют 9 тукумов. Я считаю, тукум это неправильное, это ошибочно применяется, что эти земли,
общества сложились по бассейну реки, по котловине, по горному плато. Он 9 тукумов выделял. Он 9 тукумов выделял, а я 17 выделяю. То есть, и вообще Чечня была к концу 19 века, она была разделена на 35 горных обществ и на 10 равнинных обществ. И что интересно, что характерно, эти люди, эти общества договаривались между собой. И для реализации, чтобы интересы личности или интересы конкретного аула гармонировались с интересами в целом народа, в целом общества, всегда необходимы какие-то инструменты. В данном случае это не власть, единоличная власть, там короля, герцога, графа, барона, это были адаты. Адаты это обычное горское право считается. Надо сказать, что адаты чеченцев имели где-то более обязательный и широкий поле деятельности. Вот у кабардинских князей каждый князь имел адаты, которые действовали только в пределах его владения. А каждый аул, дагестанские аулы, каждый называется джамаат, это общество означает, имел свои адаты, которые действовали только, имели юрисдикцию только в пределах данного джамаата, то есть данного общества. А чеченские адаты имели общенародное правовое поле. И высшему вот этот Мехкел, наиболее известным центром Мехкел является Нашаха, первоначально Нашаха. И вот этот суд по адату он назывался Нашхойхел. Но когда в Чечне утверждается ислам, уже когда на территории Чечни создается имамат, Шамиль, как имам, он боролся с всякими проявлениями адата, и вот этот суд, Верховный суд по адату, он был перенесен Майста. Майста – это высокогорный район Чечни, и он получил название Майствайхел или Дайхел. То есть уже, и надо сказать, у нас, так как это высокогорье, принял ислам при шейхе Мансуре, это конец XVIII века, но все-таки, вы понимаете, между общественными институтами всегда происходит борьба, и искоренить устоявшиеся годами обычаи, традиции, это невозможно. А хотели ли вы искореняться? Вероятно, всего мы не хотели. Это сам факт, то, что этот суд перенесен в центр, судебный центр был перенесен Майста, говорит, он получил сперва Майствайхел, а потом он имел и второе название Дайхел. То есть надо сказать, что юридическую основу чеченского общества до утверждения ислама составляли адаты. А потом с конца XVI века в Чечне начинает утверждаться ислам. Вероятно всего, это где-то в XVII веке, в начале XVII века в Чечне устанавливается биюридизм. То есть одновременно существовали суды по адату, они назывались кхел. И вот эти судьи называли ханой. То есть каждый крупный аул или союз мелких аулов имел своих кхел, которые решали в региональном масштабе вопросы гражданского, уголовного характера. А если вот эти вопросы обретали общенародное значение, эти полномочия передавались наверх. А суд по шариату вершил кади. И надо сказать, что вот своеобразный вот этот биюридизм, он предусматривает своеобразную демократию. То есть люди могли, если они бы не были согласны с решением суда по шариату, они могли обращаться в суд по адату, кхел. А если не были... Мне затруднительно ответить, что перевешивало, потому что исторических документов нету, но сам факт, что даже сегодня мы преимущественно живем по адатам,
это говорит о том, что они силу свою не потеряли. Вот это Лаудаев, Умалк Лаудаев, вот в своей работе «Чеченское племя», он приводит пример, это, вероятно, всего начала 17 века, когда противоречия между адатом и шариатом возникли. Он в этой работе он говорит, что 9, то есть 100 человек, 9 месяцев заседали и обещали не сойти с этого места, пока не будет в народе спокойствия. И там было принято такое компромиссное решение, так как нормы шариата и адаты по своему смыслу, значению соответствуют друг другу, в основном жить по адату, а вопросы имущественно-наследственного плана, семейно-брачных отношений разрешать по шариату, так как по шариату уже тонко, точно прописаны по пунктам все вопросы, особенно в системе наследования, в системе брачных отношений. Это они собрались известные 25 мест, где заседал Мехкел. Вот наиболее известные из них Мюйта Кварта, это Акка, и Ерда Кварта, иначе это место называется Кайташ Кварта. Вот надо сказать, вот это само транскрипция Ерда Кварта, я считаю неправильно. У Сулейманова есть другое название Ерда Кварта, то есть это Ерда, это священное место. А впоследствии усилением роли Нохчмохка наиболее известным местом заседания Мехкел был Кайташу Кварта, это район на территории аула Центра. Но некоторые исследователи обычно говорят, там Мюта был первым председателем Мехкел, другие говорят, что Тинин Вюса, по Тайпу Цвантру, он был первым председателем. Тинин Вюса жил где-то в начале 17 века, он не мог, я считаю, что тем более Мехкел имел ареал, то есть поле юрисдикции его было более широкое, чем Чечня. Вот из Саидовым были выявлены 25 мест, где заседал Мехкел, из них Тхаба-Ерды, Альба-Ерды – это Ингушетия, Заур-Кала – это Владикавказ, это Орджоникидзе, потом Татартуп – это нынешняя Осетия, еще юрисдикция Мехкел распространялась и на горцев северной, то есть горцев Грузии, которые жили на северных склонах Кавказских гор. Сам факт, люди, как я сказал, в горных условиях не предусматривается деспотизм. Даже в Швейцарии, Альпах Швейцарии, Австрии, Франции, вот эти горцы, они имели какого-то номинального властителя, барона, вот, характерного для этих государств. Но при этом у них общественный быт, по своему социальному статусу, по направленности, он характерен для наших обычных традиций. У них народ имеет, то есть эти горные территории, хотя вот Австро-Венгрия это монархия, Швейцария вот это республика, но это была центральная власть, Франция тоже была монархия, но при этом вот эти горные районы, они имели своеобразную автономию. То есть я что хочу сказать, Мехкел, он именно был характерен для нас, потому что у нас форма правления, надо сказать, первые русские исследователи, Чечню называли федерацией или республикой. Потом они стали называть вольными обществами, хотя и вольное общество неправильно, это понятие дагестанское, то есть номинально зависимое от правителя общества. На договорного начала оно называлось вольное общество. Наши вот
Для современного гражданского общества характерен приоритет интересов личности, гармония с интересом общества. И вот это самоуправление и вот эти адаты чеченцев, они на первом плане у них был приоритет интересов личности, неприкосновенность жилища, но с гармонией интересами общества. Но если они ходили в противоречие с интересами общества, то есть Мехкел принимал решение. Об этом говорит те факты, когда изгонялись не только отдельные личности, но изгонялись и целые аулы. И это, я могу сказать, что в Чечне были зачатки гражданского общества, и это то время, к которому сегодня Европа пришла. То есть, прежде всего, интересы личности, интересы, даже сам тайп, как форма социальной организации, он предусматривает не только защиту интересов личности, но и ответственность за эту личность. Она несла ответственность за эту личность. И в случае, если она не могла ответить за действия, проступки своего сородича, у нас был такой обычай доллар. То есть это отказ от родства. И человек становился изгоем, и Это было самое страшное. да, и то время он становился изгоем, то есть он терял защиту своих родственников. И с ним могли сделать хоть что, и никто за это не ответил бы. Вот это обычно говорят ментальность, некоторые понимают, как это характер. В моем понятии, вот это само слово ментальность, это по-французски ум, это внутренний ум народа. Вот наша обычно ментальность формируется всегда она формируется в зависимости от географической среды, от климатических условий, от природных ресурсов. Испокон веков чеченцы были самодостаточны, потому что они могли прокормить себя. Этому позволяла плодородная земля, вот эти окружающие вода, прежде всего земля, вода. И всегда из-за этого жизненного блага приходилось бороться. Слабые люди защищать это свое жизненное пространство не могли. И поэтому они на первом план этой общества ставилось личное достоинство, мужество. Вот люди, народы, у которых основное занятие было торговля или ремесло, они жили, например, в крепостях, городах. При нашествии превосходящего врага они открывали ворота, давали ключ. А мы, вот как-то наша история, она как-то богата героизмом. То есть на первом плане были личности мужского достоинства. Даже мы уже про женщину говорим хонах стаги. Даже у нас вот это некоторые хонах понимают как мужчина. Я вкладываю свой смысл, вот это слово хонах, вот, например, О – это древнее название сына, О. Анах – это народ, то есть Хонах получается сын народа, получается. И вот это не всякий получал вот это, как это сказать… Это налагало на него налагало на него ответственность, то есть это своим поведением, своей жизнью, образом жизни, этот человек, он становился не только главой своей семьи или одним из сильно лучших своей фамилии или в ауле. То есть личность, мужество, личность. Даже вот, например, понятие мехкари, есть разные понятия, я вкладываю это мехка-юари. То есть это не все, сейчас мы, если группа девушек идет, говорим мехкари, я вкладываю это смысл, то есть
это девушки, воительницы, которые в какой-то тяжелый момент, истории, когда мужчины или погибали, ослаблялись, они как-то выходили на защиту. То есть дочерьми страны не всякая женщина, не всякая молодая девушка. У нас разные термины есть для обозначения относительно возраста, социального статуса женщин. Но в данном случае вот это мягкое имеет общественную значимость, имеет, мне кажется. Просто нам не повезло в одном плане, что мы оказались на пересечении геополитических интересов юга и севера Евразии. Понимаете? Вот сейчас Ханкальское ущелье свое значение потеряло, это выход на страны Каспийского моря было. Аргунское ущелье – это на выход на Закавказье, на Грузию. Когда-то, например, я считаю, что мы контролировали и Дарьяльское ущелье. Вот, например, нынешнее поселение Ларс, он имеет в своем названии это имя племянника известного Шейх-Мурзы Окотского, который владел этим поселением, то есть и Дарьяльское ущелье. И находясь вот на пересечении этих интересов, чеченцам всегда приходилось быть готовым к отпору, к нашествию. И даже вот это понятие «орцдал», некоторые, в большинстве своем смысл его крик о помощи, о тревоге, а смысл его заключается в том, что зайти на небольшую гору Арц-Халдоу. То есть нам всегда приходилось вот как-то защищаться. Вот выживать могли только люди подготовленные, закаленные этому. У нас был культ мужества, и не случайно у нас был и культ волка, который одно из немногих животных, который идет против превосходящего врага, более крупного зверя. А так, надо сказать, что хотя где-то какой-то анархизм присутствует, но при этом вот общество на вот эти личности такого маргинального характера, люмпинского поведения, оно всегда применяло какую силу, в первую очередь, как я сказал, родственники доллар отказывались от родства, изгоняли из села, изгоняли из края. У нас для того, чтобы исключить меры карательного характера, предварительно существовала форма общественного осуждения. Вот, например, известные формы общественного осуждения – это неалт кайкуар. То есть это весь аул собирался, проклинал вот этого человека, его семью, который совершил позорный проступок. В данном случае вор, да, это 7 отцов, зюхрит – это будущие 7 поколений. Вот это было. Доллар, отказ от родства. То есть отказ, доллар, это отказ от защиты данного индивидуума, который нарушает общественный покой или нарушает традиции, обычаи, и родственники не в состоянии с ним управиться, люди отказывались. Если совершался проступок, чаще всего это трусость, предательство, то этих людей изгоняли из Чечни, то есть изгоняли махкар-вахкар. Вот этот обычай тоже был. Изгонялся весь род. И часто, даже если родственники заступались за своего сородича, изгонялась фамилия, если аул. Это все, это не плод фантазии, это все описано Ибрахимом Саидовым, изгонялся и аул.
И особенно, и у нас особенно высоко ценилось женское достоинство, оберегалось, ценилось. У женщины существовало свое женское пространство. Вот, например, вот этот тот обычай, который обычно женщина в доме имела свою комнату, а это чаще всего это кухня была, и где висел очаг. А вот эта перекладина, на которой висел очаг, называлась гейбой. Гейба. Если какое-то преступление совершалось в зависимости от того, насколько близко к этой гейбе было это преступление или проступок совершен, то суровее было наказание. Чем дальше, это более мягче было. А даже вот этот адат, что за убийство женщины полагались 2 крови, этот фактор тоже говорит о том, что вот эти наши адаты, вот эти на страже которых стояли вот этот мехкел, вот, говорит насколько насколько силен был культ женщины и матери. А вот Александр Казбеги, это грузинский писатель, который хорошо знал быт и нравы чеченцев, писал: чеченская женщина самая верная, потому что она самая свободная, и при праве свободного общения с мужчинами она никогда не допустит непристойностей. Все это говорит о том, что просто так, если бы не было какого-то механизма, вот это местных хел, которые стояли на страже соблюдения адатов, норм шариата, сперва вот этот хел, нормов адата, потом вот этот мех-хел, который был вершиной власти по адату, по адатному праву, мы не смогли бы вот сохранить вот эти жесткие обычаи, которые регламентировали взаимоотношения в обществе. Вы знаете, для того, чтобы выжить любому человеку нужно и мужество, и хитрость, а самое главное, нужна мудрость. Мудрость – это обобщенный исторический опыт. Нужны механизмы, которые регулируют, направляют общество. Если в обществе нет единых нравственных ценностей, если нет какой-то шкалы ценностей, за нарушение которой следует наказание, то это общество ввергается в хаос. И вот в Чечне точно такое случилось и во времена шейха Мансура. Почему шейх Мансур стал шейхом Мансура? Он первоначально, вот общество, у нас существовал институт приглашенных князей, мы приглашали из кумыков, из кабардинцев, вот из Гумбета, вот эта фамилия была приглашенные князья. И где-то началось вот это движение шейха Мансура началось не в 1785 году, а в 1783 году, когда чеченцы начали изгонять князей, с помощью русского оружия вот эти князья захотели вернуться на направление те аулы, которые они были. Вот, фактически надо сказать, что это время создалось, вот эти приглашенные князья как будто были посредниками, медиаторами для управления каждым конкретном ауле. Когда их стало, беспорядок, хаос. И стали воровать, грабить, стали воровать мужчин, женщин, детей, их продавать. То время. И люди устали от этого. И появляется вот эта личность шейха Мансура, который главными его лозунгами были не воровать, не грабить, вернуться законом Мухаммеда, то есть законом Мухаммада, вернуться. И люди стали и увидели в нем силу, которая способна очистить общество. То есть всегда это или проявляется через личность, но
чаще всего должны существовать какие-то инструменты, общественные механизмы, которые могут регламентировать поведение. Как я говорю, западные традиции, это вертикаль власти, у нас была горизонталь власти. И на договорных началах вот это. И то, что эта власть распространялась, то есть власть Мехкел распространялась на всю территорию Чечни, говорит, что и на соседние народы, вот, например, Ибрагим Саидов выявил 25 мест, где заседал Мехкел, из них 18 приходится на Чечню. И место заседания Мехкел меняется в зависимости от того, какие общества начинали играть главенствующую роль. Вот это Мехкел, что кварта центра, это там и Эртен кварта в Гвинах. Вот эти ногчмохки главным были. Потом вот это уже, когда плоскость была занята, то есть происходит процесс реконкисты, возвращения на те места, где раньше они жили. Жемибарс – это район Чеченаула. Хангалибарс – это район Сюир-Кварта, этого ушелья. Вот Шин-Сюир-Юг – это в юге пригорода Грозного, там, где телевышка стоит. То есть в этом институте народ нуждался, этот институт существовал. Даже во времена имамата Шемеля у него существовал свой высший государственный совет, который назывался Диван-Хане. Но даже при этом Мехкел, он потерял те полномочия, которые раньше были. Государство не любит конкурирующую силу. Но надо сказать, в то время председателем при имаме, то есть при имамате председателем Мехкел был Гайсум. Это отец Сугайпмуллы Гайсумова. А после смерти Гайсума был вот известный Эйлах Молла. Это один из известных шейхов Накшбандийского тариката. А потом уже, когда устанавливается российская администрация, это уже такие юридические функции или уходят, но своеобразным органом идеологического плана, конфессионального плана становится суд по шариату. Вот он по-чеченски шар-суд назывался, не просто, то есть вот этот Мехкел трансформируется в шариатский суд. И основными членами вот этого суда были богословы, известные эвлия, шейхи были. И он существовал вплоть до 1927 года. Вот этот Сойгуйпмулла был арестован, некоторые члены тоже были арестованы. И вот таким распался. Еще там, что можно сказать? То есть пока общество, оно не имеет, власти по вертикали, общество придумывает себе такую форму самоуправления, связи и придумывает институты принуждения или подавления без особых жестких карательных мер. Вот такая Мехкел, это он, там это раньше надо было, Мехкел, он назначал цены на основные продукты питания. Назначал цены на землю, на скот, на аренду земли, на аренду скота, и устанавливал меры измерения. То есть все вопросы политического, хозяйственного, бытового плана регулировались вот Мехкел. А вот его звенья, подразделения внизу, они в основном разрешали споры или конфликты, или какие-то проступки, преступления, совершаемые конкретно
на месте. Вы знаете, это обычно в мире существует две системы передачи знаний. Вот на Востоке это устная передача знаний, устная. И это идет, вот эти жреческие традиции, то есть жрецы передавали знания только своим ученикам, только посвященным. И вот эта традиция, она дошла до, считайте, до 19 века. В устной форме, да? Устной форме. И этими знаниями обладали только лишь посвященные. А вот на Западе была другая традиция. Вот эта церковь, она предусматривала запись вот этих церковных уложений, вот Талмуда или Библии, Евангелии. А у них были специально монахи, которые занимались этим. И эти знания тоже не допускали, они в дозированной мере передавались, вот эти знания, Даже на Западе вот эти монахи переписывали. Это у нас письменные источники появляются лишь только с утверждением ислама, потому что мы тоже стали частью мусульманской культуры, значит, и мусульманская письменность до нас дошла. Вот некоторые, особенно даже филологи, есть такое письмо «Аджам». Вот это «Аджам» — это персидское письмо, стилизированное персидское письмо для персов, персидское письмо. А у нас был Хасиев Саид Мухаммад, прекрасный исследователь, прекрасный человек. Он говорил, что у нас существовало письмо Раджаб-Йозеф. А я говорю, что за Раджаб-Йозеф? Почему Раджаб-Йозеф? То есть Раджаб – это был ученый, богослов, это его имя было. Он стилизовал арабский алфавит под чеченский язык. И он говорил, в Институте языка, истории, литературы хранилось около 300 рукописей, которые были написаны этим письмом. Вот в моем архиве есть один документ, который не могли сносно перевести наши алимы, которые получили классическое мусульманское образование на Востоке. А один студент, который учился у алима старой формации, он не сам его перевел, то есть использовалась арабскую графику стилизировали под чеченский язык, вот это письмо существовало. То есть я что хочу сказать? Мы аккумулировать эти знания только стали после утверждения ислама. Он в полном объеме, он утвердился только в конце XVIII века, хотя первый проповедник ислама Берса шейх жил в конце XVI, начале XVII века. Жил. И это традиции, под которые мы тоже должны были придерживаться. То есть, как я сказал, Восток передавал знания только посвященным устной форме, а на Западе эти знания передавались в письменной форме, и до масс допускалось в дозированном объеме, формате.